Здравствуйте! Абхазское телевидение продолжает серию интервью с кандидатами в президенты Республики Абхазия. Помимо бесплатных эфиров, распределенных Центральной избирательной комиссией, Абхазское телевидение предлагает всем кандидатам возможность принять участие и в дополнительных эфирах продолжительность 30 минут. Сегодня у нас в гостях кандидат в президенты Республики Абхазия Алмаз Джапуа. Здравствуйте, Алмаз Северянович. С вашего позволения, коротко расскажу о формате нашей встречи. У нас 30 минут, из которых основная часть времени отведена на беседу. Оставшееся время кандидат может использовать и обратиться к избирателям. 30-минутный таймер появится сразу после ролика с вашей биографией. Таймер будут видеть и наши с вами телезрители. Мы готовы начинать. Джапуа Алмаз Северянович родился 4 июля 1979 года в городе Сухум. В 1996 году окончил Сухумскую среднюю школу номер 20. С 1997 по 1999 годы проходил службу в Вооруженных силах Республики Абхазия. В 1999 году поступил в Ростовский государственный экономический университет на факультет национальной и мировой экономики. С 2010 по 2014 годы работал заместителем генерального директора общества с ограниченной ответственностью АСД «Строй». С 2014 по 2017 годы депутат 5-го созыва Народного собрания парламента Республики Абхазия. В 2017 году переизбран депутатом 6-го созыва Народного собрания парламента Республики Абхазия. Женат, отец 4 детей. Алмаз Северянович, уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. К сожалению, вот возникли перед технические неполадки, они устранены, мы готовы продолжать. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Я бы перед началом хотел бы вспомнить о сегодняшней дате. Для меня эта дата не просто какая-то отдельная дата, день начала войны, это дата воспоминаний. В этот день, мне кажется, это день воспоминаний не только погибших, но и живых. Это день воспоминаний самого дела и того, ради чего оно происходит. Все, что нас сегодня окружает, все, чем мы сегодня занимаемся, тоже часть этой даты, мне кажется. Я хотел бы выразить огромную благодарность всем, кто принимал в этом участие, в войне, ветеранов войны, и особенно тех, кто с первых дней принимал участие в боевых действиях. И еще бы хотел сказать вечная память погибшим воинам. Я сам из 7 ветеранов. У меня вся семья практически воевала. Есть и инвалиды войны, и без вести пропавшие. И, конечно, для меня это тоже такой достаточно скорбный день, когда все это касается и меня, и моей личной семьи. Спасибо. Да, тяжело говорить после таких слов, но давайте приступим к основной беседе. И вот с чего я бы хотел начать нашу сегодняшнюю встречу. Алмаз Северянович, с вашего позволения, хотел бы поговорить о перспективах развития малого и среднего бизнеса в том случае, если вы будете избраны президентом Республики Абхазия. Есть какой-то план действий в этом направлении? Спасибо, Саид Эдуардович, за вопрос. Ну, во-первых, перспективы малого и среднего бизнеса. Конечно, у нас есть достаточно широкий план в отношении, который тяжело будет сейчас в эфире детально высказать, но одно из главных направлений, поэтому есть это возможность приобретения дешевых и длинных кредитов, потому что мир, мне кажется, ничего другого еще не придумал. Вот, быть может, не крупных, но тем не менее дешевых и длинных кредитов. Это что-то, что человек, который собирается заняться небольшим бизнесом, у него должна быть возможность приобретения кредита на длительную перспективу от 3 до 5 лет, и при этом процент, который существует сегодня, удушающий процент, он должен быть опущен. То есть мы в виде субсидирования отдельными суммами, в виде программы должны вести это направление, и это номер раз. Во-вторых, при Кабинете министров возникнет некая структура, которая будет заниматься поддержкой малого и среднего бизнеса, но в первую очередь она будет заниматься поддержкой производителей, потому что, вы знаете, у нас импортоориентированное государство, в этом отношении у нас очень отрицательный внешнеторговый баланс, в этом отношении поддержка любых производителей собственной продукции, особенно малого и среднего бизнеса, и это отдельными статьями прописано в часть программы. И
Конечно, у нас есть детальный план, который я, к сожалению, просто не могу за времени представить там в детальном объеме. Ну, возможность у желающих где-то ознакомиться есть, может, на вашем официальном сайте или в социальных Конечно, сетях? да, она в разном виде представлена. Во-первых, она представлена, есть буклеты, в котором там не детально, но тем не менее тезисно написано направление. Есть среднего программный дек, который можно найти на нашей странице, и есть объемный документ, который мы можем представить. Это программный документ крупный, который, к сожалению, он в печатном виде, поэтому я бы не смог его сюда принести. Спасибо большое. С вашего позволения перейдем к следующей теме. Я бы хотел немного остановиться на таком реально сложном, болезненном вопросе, как сохранение и развитие нашего родного абхазского языка. Некоторые эксперты утверждают, что, возможно, даже через 30 лет абхазский язык мы практически перестанем слышать. То есть он угасает большими темпами. Вот есть ли у вас и вашей команды реальное видение того, как ситуацию спасти, как сделать язык функциональным? Ну, во-первых, я хочу вам сказать, что сохранить абхазский язык в стране, в которой вот такой многонациональной стране, в которой мы живем, мне кажется, архиважная задача, потому что вместе с возможностью изучения каждый этнос, который проживает в нашей стране, имеет право, закрепленное право изучать свой собственный язык, и чтобы это крайне важно, чтобы эта возможность сохранялась. Но вместе с тем крайне важно сохранить сам государственный язык. В этом отношении я, будучи депутатом 5-го созыва парламента, тогда еще был комитет по языку, государственному языку, государственной по языковой политике. Я член этого комитета был в нынешнем созыве. Этот комитет был расформирован, но тем не менее я активно работаю с госкомиссией по языковой проблеме. Все основные направления, которые необходимо реализовать, они уже известны. Может быть, и комиссия, мне кажется, в комиссию включены очень квалифицированные специалисты в этой области. Мое видение практически созвучно тому видению, которое существует в госкомиссии. Со специалистами внутри находятся специалисты, которые на протяжении 25 лет работают или на протяжении всего периода своей жизни работают в этой отрасли. Оно практически созвучно. Другой вопрос, что программы развития, языковые программы развития, они требуют и более современных подходов. Комиссия внутри это понимает. Самая важная проблема сейчас – это отсутствие финансирования и отсутствие возможности реализации самой программы. К сожалению, вплоть до сегодняшнего момента финансирование всегда происходит по остаточному принципу. То есть что делать, известно не только мне, но и парламенту, и госкомиссии. Предложения всегда принимаются, и у нас в программе эта часть прописана. Думаю, что единственное, что важно, что программа не срывалась, должна существовать ответственность за срыв программы. Языковая программа развития языка, она не маленькая, она не трехлетняя, не пятилетняя, она там 10-15 лет, поэтому важно, чтобы при смене властей она сохранялась, и важность, то есть в обязательном порядке выделялось внимание должным образом. Спасибо большое. Поговорим о здравоохранении. Понятно, что граждане любого государства хотят жить в стране, где есть современные больницы, современная техника, квалифицированные врачи. Все мы этого хотим, наверняка и вы это предусматриваете. Вопрос в том, откуда брать на это все средства, учитывая, что все это, сфера здравоохранения, она очень дорогостоящая. Ну, во-первых, должен сказать, что именно сфера здравоохранения, она в нашем случае имеет отношение к внешней политике, потому что мы из-за того, что на протяжении 26 лет не смогли наладить более или менее эффективную систему здравоохранения, а я подчеркиваю, это зависит даже не со специалистами, а с тяжелым положением, вообще финансовым положением самой страны, у нас возникла ситуация, при которой достаточно большое количество наших граждан вынуждены обращаться за медицинской помощью на сопредельные территории. И в Российскую Федерацию, и в Республике Армения, и большей частью в Республике Грузия, что создает очень крупные внешнеполитические угрозы. Какие именно, я попробую сказать. Республика Грузия, вот это, большей частью те услуги в области здравоохранения, которые они оказывают, они завязали на вопросах по получению грузинского гражданства. И по официальным данным уже там порядка до 10 тысяч человек, списки, которые они могут предоставить, там граждан Абхазии, которые получили там паспорта. Но в чем речь? В момент, когда
число это перевалит за критическую отметку либо от числа этноса, либо от числа проживающих, совершенно ясно и точно, что грузинская сторона предъявит миру количество этих списков, подтверждая тот факт, что территория Абхазии оккупирована российскими войсками, а население, получившее грузинские паспорта, они будут утверждать, что они не получили, а переподтвердили уже имевшееся грузинское гражданство. В этот момент, мне кажется, эта проблема коснется не только нас, но и российскую сторону, поэтому мы, группа депутатов, находившаяся на встрече в Москве еще зимой этого года, проговаривали, и я в том числе проговаривал своим российским коллегам, что в обозримом будущем нам вот следующие планы социально-экономической помощи Российской Федерации нужно переориентировать большей частью в здравоохранение. И спасибо, что в российской стране, что понимание такое имеется. Это касается не только социальной сферы и здравоохранения, но и внешней политики. И предположительно идет обсуждение уже возможного проекта переориентации проекта социально-экономической помощи больше в сферу здравоохранения. Идет обсуждение вопроса строительства клиники, либо строительства, либо восстановления на базе республиканской больницы крупной клиники, внутри которой они заместят, а российская сторона поможет нам с той частью оборудования, которой не хватает, и с той частью специалистов, которой не хватает. Ротационным порядком они будут приезжать из Российской Федерации. То есть хотя бы в одном месте в нашей стране создать условия, при которых любой гражданин бесплатно мог получить квалифицированную помощь. То есть не давать возможности, во-первых, выезжать, во-вторых, оказывать на месте своим собственным гражданам вот эту квалифицированную медицинскую помощь, чтобы не было у них необходимости куда-то уезжать и получать ее. То есть, если подытожить, вы видите реальные возможности Конечно, к этой ситуации? Конечно, привести? да, и мы уже предварительно проговаривали с российской стороной. Понимание есть, мне кажется, очень... Парламент работает в этом направлении. Ну и да, несколько группа депутатов парламента проговаривали, но не только парламент, мы не один раз встречались, и там на российской стороне тоже этот вопрос прорабатывается. Да. Спасибо большое. Алмаз Северянович, вы депутат уже с большим стажем работы. Хорошо знаете, что в принципе законодательная база нашего государства, она есть, она неплохая. Вся проблема, и мы как раз как-то здесь на площадке Абхазского телевидения это обсуждали, упирается в неисполнение законов. Вот тут вы, в том случае, если вы станете президентом республики, ну какие меры будете предпринимать? Ну, уважаемый Саид, должен вам сказать, что рыба гниет с головы. И поэтому, когда мы говорим неисполнение закона, надо понимать, что главными людьми в этом отношении, в претензиях, которые имеются, это как раз чиновники исполнительной власти. В этом отношении еще, будучи депутатом нынешнего созыва, я с группой своих коллег выходил с инициативой. Это проблема личностная, она системная, начинается с того места, где генеральный прокурор назначается и освобождается хоть и парламентом, но по предложению президента. Соответственно, звено, которое должно привлекать к ответственности, оно находится в прямом подчинении у руководства исполнительной власти. То есть вне зависимости от того, какое преступление совершил чиновник, как только генеральный прокурор заводит уголовное дело против него, до вечера он, очевидно, будет уволен. В связи с чем невозможно привлечь к ответственности чиновников исполнительной власти во все времена. Вот с чем связана вот эта отсутствующая система ответственности. Мне кажется, даже вот эти коррупционные, коррупционная тема, она, элитарная коррупция, она более субъективна, больше, чем 90-95% от общего объема коррупции, такая элитарная коррупция. И невозможность привлечения к ответственности чиновников исполнительной власти, оно вот общее беззаконие начинается именно оттуда. То есть личный указ любого министра, идущего вразрез Конституции и законов, оно может восприниматься всеми как закон, хотя в этот момент может нарушать Конституцию. То есть эти проблемы системного порядка, и я уже говорил, что первую неделю будет, в случае моего избрания, первую неделю будет подписан указ о создании комиссии по реформам с правом контроля за исполнением собственных решений, которые в течение первых 3 месяцев уже имеющие предложения, наши, предположим, они будут дополнены теми предложениями, которые имеются у других политических групп, и в течение 3 месяцев будет назначен референдум с новой редакцией Конституции. Я подчеркиваю, это не новая Конституция, это новая редакция Конституции, и тем не менее в следующие 6 месяцев будет проведена, я надеюсь, мы вступим в новую реальную, и вот эти системные проблемы, нарушающие систему ответственности внутри государства, они будут исчерпаны.
Алмаз Северянович, я бы хотел поговорить о вашем управленческом опыте. Расскажите о том, какой у вас опыт, и считаете ли вы его достаточным для того, чтобы быть хорошим президентом Абхазии? Ну, отзываться о себе хорошо вообще плохая черта, и мне кажется, не совсем скромно, но тем не менее, мне кажется, того опыта, который необходим не лично у меня, но у всей группы достаточно, потому что мы уже тоже, большей частью, это люди с хорошим образованием и с достаточно большим опытом работы в разных сферах. Я сам очень много работал и в бизнесе, и имею, как мне кажется, достаточно неплохое образование, и при этом я уже 5 лет член 2 созывов парламента, что первый раз я мог попасть случайно, как вы знаете, но второй раз люди доверили мне. То есть это признание, оценка работы, и я им за это благодарен. Надеюсь, я нигде их не подведу. А опыта быть президентом, поверьте мне, нет ни у кого. Люди, которые баллотируются, опыта, вот я работал президентом, вам не скажет никто, ну, кроме бывших президентов. Алмаз Северянович, я хотел бы поговорить о вашей команде, с которой вы идете. Есть ли у вас уже сформированная команда? Может, вы можете по личностям перечислить? Ну, я бы не хотел этого делать. Объясню почему, по какой причине. Конечно, костяк команды имеется, и они люди достаточно известные, но тем не менее вот в окружении. Но тем не менее, конечно, есть общее решение организации, общий список будет утвержден уже за гранью выборов. И объясню, чем это аргументировано. Во-первых, многие личности, которые мы хотели бы, мы не предполагаем, что есть самые квалифицированные люди, есть только в нашей команде. Очевидно, мы знаем сами, где они находятся. И если есть серьезные специалисты в той или иной области, мы знаем, они находятся соразмерно в разных политических кругах, и у нас, и у других политических групп. Мало того, часть из них работает внутри исполнительной власти на разных должностях. Конечно, это может быть не министры, но тем не менее это крупные чиновники. И в этом отношении, если бы я вам их назвал, те, по крайней мере, которые с нами собираются работать, то на следующем этапе их бы, не знаю, их бы достаточно быстро уволили. Это номер раз. Номер два, те кандидаты, которым мы собираемся сделать предложение, находящиеся в других политических лагерях, некорректно было бы их называть, что мы там собираемся было предложение сделать. Очевидно, не делите шкуру неубитого медведя уже за гранью выборов. Если народ нам это доверит, то мы будем делать предложение широкому кругу лиц, без того, чтобы это был только один собственный круг. Мне кажется, главное правильное направление – это не искать своих сторонников, это искать специалистов, которые могли бы работать на государство, при том, что все мы являемся совершенно точно, и базовые идеологические взгляды у нас одни у всех. Спасибо большое. Алмаз Северянович, у нас нет отношений с Грузией. Однако на человеческом уровне, и вы об этом говорили выше, контакты происходят. Даже существует какой-то товарооборот. Как вы будете действовать в этом вопросе в случае своей победы на президентских выборах? Может быть, вы будете думать над созданием иной переговорной площадки, я имею в виду иной от женевских дискуссий? Во-первых, я должен сказать, что мы во многих странах, и почти во всех странах, экономика диктует политику. И если вы говорите про товары, у нас тот редкий случай, где политика диктует экономику, и мы, предположим, вопросами суверенитета, государственности и многими другими политическими вопросами не можем разменивать на экономические части. В этой связи это ситуация, требующая серьезного рассмотрения. Что касается того формата дискуссии, который существует на протяжении 25 лет, но я не считаю этот формат действенным, потому что количество времени, которое мы над ним проводим, показало неэффективность этой модели переговорного процесса. Огромное спасибо нашему стратегическому партнеру. У нас есть, вы знаете, с ним в объеме взаимоотношениях есть договора о согласованной внешней политике, и даже там, где мы, предположим, не можем до каких-то мест достучаться, наличие вот такой связи со своим партнером позволяет вам не только формировать повестку, но и быть активным внутри нее. Отсутствие сформированной повестки по внешнеэкономическому плану, мне кажется, и есть главная наша проблема во внешней политике. В этом отношении мы должны принять внешнеполитическую доктрину и при помощи российской стороны выступать с более активной внешнеполитической повесткой и в том числе формировать новые площадки переговорного процесса с новыми целями, новыми задачами. Спасибо большое.
Алмаз Северянович, рожденный в начале 60-х годов, наши граждане, многие не получают российскую пенсию в силу возраста и ряда других причин. Сама, ну, как вы знаете, абхазская пенсия маленькая. Вот есть ли какие-то, может быть, мысли по этому поводу? Как вы планируете эту ситуацию исправить, чтобы большое количество людей могли получать, там, может быть, пенсию? Ну, первая задача государства – это ее социальная составляющая. И, конечно, вы совершенно правы, но если бы я вам рассказывал, как некоторые кандидаты в президенты в прошлом, там, что я завтра утром, вы проснетесь и будете послезавтра получать 15 тысяч рублей, очевидно, я вас обманул. Это кропотливый труд. И, конечно, по мере того, как вы можете двигаться внутри своих финансовых процессов, вот ровно столько, сколько появляется. Первая категория – это социальные льготники, социальники, люди, которые получают пенсию. Но действительно, кого мы обманываем? Получать 500 рублей, думать, что пенсионер на это может жить. Это мы и их обманываем, мы и себя обманываем. В этом отношении надо, прямых решений нет, потому что у нас крупный дефицит бюджета. Вы знаете, у нас всего около 3 миллиардов своих собственных денег внутри там 8-9 миллиардов бюджета. Остальную часть докладывает российская сторона, спасибо, но тем не менее первая основная задача это выйти из дефицита, и до момента, пока мы не сможем за счет собственных средств выйти из момента дефицита бюджета, сложно вообще говорить о том, чтобы что-то активно увеличивать, но добавить еще 500 рублей, как многие сейчас говорят, ну, там 500 рублей, добавим еще столько же. Ну, столько же, это всего 1000, на 1000 тоже жить невозможно, и нужны кардинальные решения. Многие из них экономических решений мы предлагаем в концепции. Я думаю, что мы сможем справиться с этой проблемой. Вы могли бы озвучить, может быть, наиболее приоритетные решения для того, чтобы повысить доход государства? В смысле, для того, чтобы повысить бюджет государства свой собственный? Ну, я вам хочу сказать, что мы вот вся страна думает, что мы очень бедные, очень несчастные люди. На самом деле мы не бедные. Другое дело, что у нас достаточно большое количество ресурсов, от крупной электроэнергетической станции, заканчивая ресурсами, водой, всеми остальными. У нас субтропический климат и один из главных курортов Советского Союза. У нас и древесина, и уголь, и у нас огромное количество других ресурсов. Другое дело, что все эти ресурсы неэффективно используются. Тут номер раз. Номер два. Те деньги, которые у нас имеются, эффективность администрирования, она оставляет желать лучшего. Причем теневая ее часть, она настолько большая, что воочию даже депутатам парламента, бюджетному комитету известно, в каком направлении, какая непосредственно дыра там существует и куда она уходит. Другое дело, что никогда невозможно привлечь к ответственности этих лиц или нарушить схему, но из-за отсутствующей системы ответственности. И в этом направлении жесткое администрирование тех финансов, которые имеются, я думаю, нас не сделает самой богатой страной, совершенно точно вытащить из-под дефицита собственного бюджета. Алмаз Северянович, если я не ошибаюсь, на своей странице в социальных сетях вы устроили опрос. Его суть в том, что делать с госавтопарком. Да. Какое наиболее популярное было предложение и к какому решению пришли вы? В данном случае это было сказать, что сложно популярное, но тем не менее самым популярным оказался отобрать у всех чиновников дорогие автомобили и продать. Кто-то воспринял это как популизм, но мы действительно предлагаем, когда я говорю, что машину нужно продать, я не имею в виду, что до последнего автомобиля все нужно продать, и все, включая министров, ходить пешком. Но мы не настолько богатое государство, чтобы позволять себе такие вещи, которые позволяют. В том числе это не популизм, это рациональное использование собственных ресурсов. Я вам хочу сказать, что у нас в автопарке 570 с лишним автомобилей, государственных автомобилей, которые государство купило, поставило на свой счет. И большей частью является, самой большой проблемой является не вопрос самого транспорта или покупки транспорта, хотя это тоже крупный вопрос. Многие из них на это тратятся огромные средства. Большей частью является расходная часть по обслуживанию этих автомобилей. По реальному обслуживанию и по, как вам сказать, по несуществующему обслуживанию. Я, например, знаю ряд примеров, где дорогой государственный Lexus, который не ремонтировался, в нем не было нужды ремонтироваться, в течение года 4 раза провели документацию, по 2 раза якобы меняли мост по 200 тысяч рублей. То есть за год
они якобы в расходной части потратили 800 тысяч рублей на него. Хотя стоил он не так дорого, там тоже примерно такой же суммы. В этом отношении первое предложение это собрать весь автопарк автомобилей, практически весь, за исключением, может быть, 10-15 автомобилей представительского класса. Да, тут все-таки есть и встречи гостей есть, и высшее руководство есть. Там 10-15 автомобилей, весь остальной автопарк надо собрать и устроить открытый аукцион. А остальные деньги, уверен, что большую часть денег можно будет использовать в различных направлениях. Жестко определить круг лиц, имеющих право иметь служебные автомобили. Речь не о том, что ни у кого не будет автомобилей. Жестко ограничить очень маленьким количеством, порядка 40-50 человек, не более, не 570, а 50 потолок, предположим. И номер раз. Номер два, мне кажется, что это должны быть, то есть дешевые российские автомобили, например, Лада Веста, который стоит где-то в районе полумиллиона рублей, не 3 миллиона рублей, не 4. И самое главное, вопрос его обслуживания. Это дилерское обслуживание, где российская сторона могла бы открыть нам дилерский центр, внутри которого было бы гарантийное обслуживание, бесплатное гарантированное обслуживание и постгарантийное, где невозможно будет химичить с якобы починками, и не будет ситуации, где человек берет в организации любую сумму, идет и говорит, что он ремонтирует автомобиль. То есть это более рациональное использование возможностей. Во всех остальных случаях я не думаю, что совершенно ненужных автомобилей. Но, тем не менее, парк должен быть жестко ограничен. Это должны быть недорогие автомобили. Их должно быть в 10 раз меньше. И расходная часть должна быть сокращена до минимума. Спасибо большое. Мы все говорим о реформах. Очевидно, что для реализации этих реформ необходимо, чаще всего, да, в зависимости от самой реформы, необходимо решение депутатов парламента. Президент может выступить с инициативой. В случае своей победы вообще, как вы оцениваете поддержку среди своих сейчас коллег, депутатов парламента? Ну, я немножко подшучу. Если бы коллеги были, все коллеги наши здравомыслящие люди, если вы предлагаете рациональные вещи, конечно, они вас поддержат. Если вы говорите глупости, ну, кто вас поддержит? Но так или иначе, основной объем тех предложений, которые имеет наша группа вместе со мной, они в первую очередь касаются вопросов конституционного законодательства. А вопросы конституционного законодательства мы бы хотели поставить не перед депутатами, как это происходило до того, а поставить на референдум перед самим народом. То есть народ должен определить тот вектор развития, куда мы, в котором движемся. И уже после этого гармонизация конституционного законодательства, это уже коллеги-депутаты мне, я думаю, в этом помогут. Еще раз говорю, депутаты, если вы предлагаете рациональные решения, конечно, и благо которых очевидно, ну, кто может быть против, и они могут спорить только, когда вы предлагаете, ну, спорные вещи, только в этом случае. Ну, часто мы, вот, граждане, были свидетелями того, как вроде бы кому-то это кажется рациональным, кому-то какое-то другое решение кажется рациональным. Но, тем не менее, если бы, предположим, хотя бы мои личные рациональные предложения, они бы не поддерживались коллегами, очевидно, я бы ни один закон, никто бы из моих коллег за предложенный мной закон перед этим не проголосовал. А вы знаете, я уже 5 лет работаю в парламенте и предлагал не один, не два, даже не десяток законодательств, которые уже прошли, были одобрены моими коллегами. В завершение основной части нашей беседы хотел бы спросить, политическая кампания в разгаре, совсем скоро выборы. Вы чувствуете поддержку электората и можете, может быть, оценить процент? Я бы, во-первых, оценить процент, дело неблагодарное, говорить про будущее. Конечно, я не собираюсь оценивать мое субъективное восприятие действительности, оно может отличаться от реальности, потому что каждый кандидат общается в объеме, большей частью общается в объеме своего собственного окружения и очень мало встречает тех людей, которые либо они не говорят, либо они у них не встречают. И может складываться очень ложное представление о своих собственных шансах. Я поэтому не склонен говорить о тех шансах. Очевидно, мы их увидим в результатах голосования. А насчет того, чувствую ли я поддержку, конечно, да, очень чувствую, потому что достаточно большое количество людей ежедневно, не только те, кого я знаю, ежедневно обращаются с попыткой помощи. И только что я был
на очередном собрании нашего штаба, где каждодневно прибавляется достаточно большое количество людей, которые приходят познакомиться, приходят. Да, я чувствую большую поддержку, но вот чем это закончится, сказать очень сложно. Нам об этом скажет сам народ. Спасибо большое. У вас около 2 минут для обращения к избирателям. Ну, я бы хотел сказать, во-первых, еще раз вернуться к этой дате, трагической дате. Я уже говорил, что член семьи, внутри которой есть практически вся семья и даже женское население, женская часть моей семьи тоже принимала активное участие в войне, и все ветераны войны. Для меня это очень близкая дата. Один из моих братьев, ему было 18 лет, он без вести пропал на войне. И у нас, ну, в общем, и в этот день я хочу еще раз ветеранам войны пожелать здоровья, тем воинам, которые погибли. Все, что сегодня происходит, понимание нашего народа о том, что все, что мы сегодня имеем, это куплено ценой крови и жизни этих людей, она очень ценна. А что говорить про будущее? Они дали нам возможность в будущем. А если говорить про будущее, я совершенно точно, Саид, уверен, что нас ждет общее, очень счастливое, светлое будущее. И те реалии, которые нас окружали в предыдущие годы, они уйдут в прошлое по многим обстоятельствам. Это не популистический разговор. Будьте уверены, что нас ждет крупные перемены, нас ждут. Жизнь через 3 года не будет такой, как сегодня мы видим. Совершенно точно она будет другой и будет лучше вне зависимости от того, кто победит выборы, потому что и существуют такие реалии, такие проблемы, которые пришли к месту невозможному к нерешению. Это обязательно придется решить. Я обращаюсь к своему народу, хотел бы сказать большое вам спасибо, что вы есть, что я часть вас, что завтра у нас большое будущее. Поверьте, у нас действительно ждет большое и светлое будущее. Наши отцы и наши деды, они все для этого сделали. Осталось только их оправдать, эти надежды, которые они нас возлагают. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что Абхазское телевидение продолжает серию интервью с кандидатами в президенты Республики Абхазия. Сегодня у нас в гостях был кандидат в президенты Республики Абхазия Алмаз Джапуо. Также хочу сообщить, что сразу после завершения интервью вы можете посмотреть телефильм «Кандидаты в президенты» Олега Аршпа. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.